надо называть фашистами, вот точно, вот просто фашистами, ну, не знаю, любым другим, так сказать, ругательным словом, да, ту структуру, которая может согнать людей в конюшню и эту конюшню поджечь. А те, кто вырывается, расстреливают из пулеметов. Вот если это делают просто, это эксцесс каких-то выродков, солдат, у которых поехала крыша от крови или наверное, чего-то еще, тогда их наказывает их власть. Но если за это их награждают, то это фашисты и это фашистская система. Загнали в конюшню, подожгли, поставили вокруг пулеметы, так, и всех убили, И за это получили ордена. Как должна называться эта организация? Я вам скажу, как она называется, какая у нее аббревиатура. НКВД. Это организация НКВД, это Аул Хайбах. Это Аул Хайбах, это было сделано в феврале 1944 года. Если бы их за это судили, эксцесс бывает, везде есть свои выродки, их за это наградили. Карательные органы. Совершенно секретно наркому внутренних дел СССР товарищу Лаврентию Берия только для ваших глаз ввиду нетрастабельности и в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы» вынужден был ликвидировать более 700 жителей местечка Хайбах, полковник Гвещаний. Грозный УВД Гвещаний за решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах вы представлены к правительственной награде с повышением звания. Поздравляю наркому внутренних дел СССР Берия. От имени ККБ и Комитета обороны СССР объявляю благодарность всем частям и подразделениям РККК и войск НКВД за успешное выполнение важного правительственного задания на Северном Кавказе. Иосиф